пеша ва махсусан ки дар ҳамин рӯзо аз вилояти хатлон шаҳри бохтар соҳибкори инфиродӣ Исмоил Маҳмадзоир кӯмаки моддии ғизоии худро ба... В интернете опубликован видеорепортаж о том, что внук президента Эмомали Рахмона Исмаил Махмадзоир оказал продовольственную помощь 2000 нуждающихся семей, сиротам и инвалидам в городе Душанбе, Сагдийской области и Горно-Бадахшанском автономном округе. Помощь состоит из таких продуктов, как мука, сахар, рис, масло. В репортаже Исмаил Махмадзоир назван отечественным предпринимателем. اسماعیل محمدزایر و اقدام‌های پیشگرفته جناب عالی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت امامعلی رحمان می‌رسانیم. Напомним, ранее государственные СМИ Таджикистана сообщили о том, что рынок Само города Гиссар, принадлежавший Махмадзаиру Сахибову, выделил 70 тонн продовольственной помощи врачам Гиссара и больнице Истеклол города Душанбе, а другой зять президента Шамсулло Сахибов, племянник Махмадзаира Сахибова, отправил 25 машин помощи больницам Хатлонской области. Также Азада Рахмон, вторая дочь президента и глава президентского аппарата, по сообщениям официальных СМИ, передала больнице Дангаринского района 100 кроватей со 100 постельными комплектами. Также ранее в таджикском сегменте социальных сетей были опубликованы фотографии нескольких фур, на которых были прикреплены баннеры с надписью «Гуманитарная помощь от основателей нации президента Эмомали Рахмона». Но в то же время иностранная гуманитарная помощь широко в СМИ не освещалась. Эксперты, знакомые с ситуацией, отмечают, что есть высокая вероятность того, что вся оказываемая гуманитарная помощь от имени президента, его семьи и приближенных – это либо та гуманитарная помощь, которую Таджикистан получил от различных стран и международных организаций, либо она приобретена за бюджетные деньги. По их мнению, даже если предположить, что родственники Рахмона потратили деньги из своего кармана, все же эти деньги они приобрели, грабя народ Таджикистана и его недры в течение десятилетий.